В ночь с 15 на 16 июня завершилась реконструкция первого этапа взлетно-посадочной полосы. На данный момент полоса составляет 1800 метров. Отмечу, что с окончанием работы первого этапа сразу же параллельно началась работа по второму этапу реконструкции взлетно-посадочной полосы, которая планируется закончить уже 15 августа. Второй этап реконструкции полосы порта будет более трудоемким и охватит оставшийся участок длиной 1625 метров. Еще некоторое время займет установка нового светосигнального оборудования и сертификация аэродрома. Росттрансмодернизация является государственным заказчиком, выполняющим работы на реконструкции взлетно-посадочной полосы аэродрома Якутск. Работа производится в рамках комплексного проекта программы расширения и развития магистральной инфраструктуры. Конечно, хотелось бы отметить, что Росттрансмодернизация совместно с представителями строительного контроля особое внимание уделяется качеству производимых работ, ведется ежедневно мониторинг набора прочности бетона. Увеличение взлетно-посадочной полосы позволяет принимать среднемагистральные воздушные суда. Так, авиакомпания S7 продолжит летать в Новосибирск, в Иркутск и Владивосток. Авиакомпания Якутия продолжит выполнять рейсы в Москву и Санкт-Петербург с технической посадкой в аэропорту Нижневартовск, в Санкт-Петербург с посадкой в Екатеринбурге, в Сочи и минеральные воды через Москву. Возобновятся рейсы в города Сибири и Дальнего Востока. А с 17 июня к полетам в Екатеринбург до 4 рейсов в неделю приступит авиакомпания «Уральские авиалинии». Ключевой момент данной длины взлетно-посадочной полосы заключается в том, что она как раз позволяет принимать воздушные суда типа Б-200, которые мы, возможно, будем использовать для тушения пожаров. Также хотелось бы добавить, что авиакомпания «Якутия» с 22 июня возобновляет международный рейс в Харбин на сухом Суперджет-100, что тоже, в общем-то, дает нашим пассажирам возможность слетать на курорты в это летнее время. Ремонт полосы, несмотря на положительные показатели, большие трудности доставил для вылетающих и прилетающих в Якутск. Так, жительница столицы региона Анна Стручкова очень часто вылетает в командировку в другие регионы страны. Я считаю, что для неудобства были, конечно же, цены. Цены увеличились. И, например, до Москвы, чтобы долететь, мы летим пересадкой, и время полета у нас достаточно уже длинный. Не 7 часов, а уже 10 часов где-то примерно. Окончание ремонта, конечно же, нам даст улучшится характеристика взлетной посадочной полосы. Таким образом, у нас больше авиакомпаний будут, таким образом у нас цены упадут, то есть у нас конкуренция будет. И ожидаем, что зимой по метеоусловиям задержек меньше станет и больше международных рейсов ждем. Планируется, что к осени этого года реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Якутск будет полностью завершена. Полная длина полосы составит 3600 метров. А в эксплуатацию будет введена осенью текущего года после получения необходимых сертификатов. Галина Чекурова, Владимир Павлов, Якутск.